Лашан Угзарович, в связи с последними событиями в мире, в частности, вот в России объявлена частичная мобилизация. Как мы понимаем, напряженность в обществе нарастает, в том числе и в абхазском обществе. Вот на ваш взгляд, какие угрозы из тех, которые обсуждают, действительны и реальны, а какие фантомны или, можно сказать так, преувеличены? Ариф, отвечая на ваш вопрос, хотелось бы отметить, что напряженность существует не только у нас, напряженность на сегодняшний день, наверное, испытывает весь мир. Это касается не только нас и ближнего региона. Ситуация действительно непростая. Наш стратегический партнер Российская Федерация ведет борьбу сегодня с Соединенными Штатами и коллективным Западом. Но при этом хотелось бы сказать, что напряженность не должна быть поводом для паники в абхазском обществе. И мы должны иметь возможность подставить плечо своему стратегическому партнеру Российской Федерации. Более того, должны быть бдительными на своих восточных рубежах. Вот основная задача, которая стоит перед Республикой Абхазия, перед руководством Республики Абхазия и перед абхазским обществом, на мой взгляд. Как раз вы затронули ту тему, которую я хотела, в принципе, тоже коснуться. Говоря о восточных рубежах, вы, наверное, я уверена, следите за ситуацией и в Грузии. Там в свое время обсуждали возможность референдума об открытии второго фронта, и, очевидно, имея в виду Абхазию. Но потом, правда, эти слухи не особо подтвердились, говорили, что это такая вырванная из контекста фраза, об этом тоже говорили. Но тем не менее, как вам кажется, насколько действительно реальна угроза оттуда, и вот об этом что бы вы могли сказать? Мы внимательно отслеживаем ситуацию у наших восточных соседей. Нам известно, что на Грузию также оказывается давление со стороны Соединенных Штатов Америки и ряда западных стран. Также есть определенные высказывания и обращения со стороны украинских политиков. В данном случае мы прекрасно понимаем, что, говоря о втором фронте, речь прежде всего идет об Абхазии и о Южной Осетии. На сегодняшний день мы можем сказать, что данная информация не подтверждается, хотя в новостях из Грузии, в социальных сетях еще в середине сентября речь шла в том числе и о референдуме по данному вопросу. На наш взгляд, это было больше политическое заявление, нежели нечто, имеющее отношение к реальной действительности. С другой стороны, политическая ситуация в Грузии часто бывает нестабильной, и мы не знаем, в какой момент может смениться повестка, и с новой силой актуализируются абхазские и юго-осетинские вопросы. Тем более мы знаем, что не подписано соглашение о неприменении силы по сей день, что Грузия постоянно продолжает политику милитаризации, что проводятся учения вместе с представителями НАТО, да, и многое-многое другое. Грузия постоянно наращивает свой военный потенциал. И вопрос обороноспособности и наличия угроз должен быть актуален для нас всегда. Мы должны наращивать свой военный потенциал и взаимодействие с российскими военными. Как представитель законодательной ветви власти, как руководитель законодательной ветви власти, не могу не сказать и о законах. У нас есть закон о резерве, закон об обороне и множество других законов в сфере обороны. Все эти законы должны исполняться должным образом. Мы будем внимательно надзирать за их исполнением. Кроме того, депутаты намерены оказывать содействие в решении других вопросов, касающихся нашей армии. Мы обязаны заниматься своей армией и наращивать собственные силы. Ведь защита Родины – это священный долг каждого гражданина Республики Абхазия. Ни представители народа, ни чиновники, ни простые граждане не должны забывать об этом. Спасибо большое. Лашан Угзарович, теперь немного о другом. Скажем так, о той повестке, которая сейчас есть и в российском обществе, в частности, у многих блогеров, у многих политиков разных мастей. У них есть, можно сказать, даже не буду цитировать, но довольно грубые выражения в отношении абхазского общества. Например, многие говорят о том, что
пора перестать цацкаться с Абхазией, пора оставить их наедине с их независимостью, намекая на то, что ну, не совсем у нас такие прям российско-абхазские отношения, что все там гладко и что есть проблемы. Как вам кажется, вот действительно ли уровень отношений двух государств сводится к подобного рода высказываниям, и что нам делать, чтобы как бы вот не стало это мнение мейнстримом в российском обществе? Благодарю. Ну, я бы не хотел и не считаю нужным комментировать каждого пользователя социальных сетей. У многих из них могут быть свои покровители и стоять отдельно взятые цели и задачи. Мы не должны ориентироваться на каждого блогера. Мы, как руководство Республики Абхазия, значит, депутаты парламента, исходим из официальной позиции Российской Федерации и нашей договорно-правовой базы. А она, как известно, не претерпела никаких изменений в сторону ухудшения отношений. Таким образом, конечно, мы должны отслеживать эту информацию, службы должны внимательно бдить за этой информацией. Но на сегодняшний момент отношения, как и были отношениями союзничества и стратегического партнерства, так ими и остаются. И, скорее всего, будут только укрепляться. Лаша Нукзарович, и о другом вопросе, который, я уверена, беспокоит многих в нашем обществе. После того, как в России была объявлена частичная мобилизация, я уверена, что многие в Абхазии стали задумываться, и эта повестка уже видна, это обсуждается в соцсетях также, что не коснется ли это граждан России, потому что, как вы знаете, огромное количество граждан Абхазии также являются гражданами России, и подпадаем ли мы под эту мобилизацию? Вот этот вопрос я очень часто вижу и слышу. Действительно, подобная информация появилась на прошлой неделе, в том числе и в социальных сетях были различные фейковые новости на этот счет. Хотел бы развеять сомнения, существующие в абхазском обществе. Граждане Республики Абхазия, имеющие двойное гражданство и состоящие на воинском учете в Республике Абхазия, не подпадают под объявленную мобилизацию в Российской Федерации. Также в этом контексте считаю необходимым отметить и то, что мы не должны и не можем быть безучастными к событиям, происходящим у нашего стратегического партнера. И всем известной гордостью для нас является, что наши добровольцы, соотечественники в составе интернациональной группы «Пятнашка», возглавляемым отважным Ахравецба, уже с самого начала военной операции находятся на линии фронта. Также Республика Абхазия оказывает гуманитарную помощь Российской Федерации, доставляет различные грузы. Вы знаете, что весной этого года абхазская сторона приняла беженцев, матерей с детьми в Республике Абхазия. Мы и дальше намерены продолжать эту работу и будем поддерживать Российскую Федерацию в специальной военной операции. Лаша Нукзарович, я, насколько помню, и мы хорошо это наблюдали, очень часто делали как раз интервью с парламентариями прошлого созыва, и они всегда старались укреплять межпарламентские связи, контакты с парламентариями других стран, в частности, например, с Турцией, как я именно сейчас Турцию упоминаю, потому что, как вы понимаете, и, скажем так, позиция этой страны серьезно укрепилась за последнее время в регионе и вообще даже, можно сказать, в мире. Вот наверняка вы знаете или планируется ли что-то в этом смысле, вот вашим созывом, будут ли наращиваться, укрепляться новые связи, что-то делается в этом направлении? Мы в этом отношении определились и в первую очередь намерены наращивать отношения и взаимодействие с нашим стратегическим партнером, с Российской Федерацией и с другими странами, признавшими независимость Республики Абхазия. Да, действительно, депутаты 6-го созыва парламента тесно общались с нашей диаспорой в Турции. Мы намерены продолжать эту работу. Также они общались с представителями парламента Турции. Это прежде всего этнические абхазы. На сегодняшний день коллеги проявляют желание в налаживании отношений с депутатами из государств, где есть предпосылки для признания Республики Абхазия, и эта работа будет налаживаться. Ну, конечно же, будем общаться с нашей диаспорой в Турецкой Республике. Лаша Нукзарович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Да, спасибо вам.